Вот это не Всю неделю. Да. Полтора месяца. С апреля месяца мы же собирались все. Ну а чего? Это кроме вас мы еще. Понимаете, После вот этого мы приходили на личный прием к Козлову. Мы в Минпроме Был были Николаев, не раз. был Гонтарь, был Матвеев и были мы. Разговаривали, где Козлов нам сказал: вы готовы пойти на расторжение, то есть на заключение прямых договоров, вы сможете? Мы сказали: да, мы сможем, мы готовы. То есть нам пообещали, что будет прямое заключение договоров. Да. Прошел день-два, да, Потому и что все иначе- поменялось. После совещания у главы. У вас у всех договора заключены с Рукавишником? Да. нету договоров. Всех есть существующие. Но эти Нету договора, договоров, они нет. ведь не Даже Сейчас уже нету. Все, расторгнуты договора. Нету, то есть мы нелегально. Вообще договоров Нету. Но эти договора не имеют Он силы, выслал потому нам что всем силу уведомление о подписывать расторжении процессу договора. Рукавишников пошел нарушать муниципальный контракт, который заключен между администрацией и СТП-1, заключая договора на оказание услуг. Давайте сделаем так. Вы соберите человек 5-6, соберите все эти договора. Значит, сегодня где-то после обеда, давайте по времени отнимите сразу, часа, может быть, в 3. В 3 после обеда я приглашу, значит, Минпром к себе уже, у себя в кабинете. Значит, приглашу Рукавишникова в городе, я с ним разговаривал только что. Значит, и мы сядем, посмотрим еще раз. Ну, Мы до сидеть конца и не смотреть, нет, сидеть и смотреть это одно, потому что сидим и смотрим мы уже полтора месяца. Я все понимаю, У но нас здесь, всё это здесь мы сейчас откладывается. У нас было постоим. распределение А штрафы-то маршрутов. ведь как Здесь бы, вот сейчас как мы выносят, Всегда так и тоже не продолжают вариант, мы выносить. будем стоять до того, пока решение не принято. Мы не выйдем. Я по То есть времени- город я останется? Я по времени просто сейчас сразу не смогу собрать все. Ну, это удивительно, если администрация оперативно не может решить какие-то вопросы. То есть, если у вас какой-то сбой произойдет в системе там водоснабжения, и вы будете ждать вечера, чтобы собрать совещание. Расторжение мы решим. У меня просто, понимаете, Минпром, который мне не подчиняется. Вот что. А почему Минпром? А зачем вам Минпром-то нужен? Это вопрос местного значения. 131 федеральный закон. Организация транспортного обслуживания. Получается, как раз учредитель вот этого предприятия, 100%. А вы какое отношение к этому предприятию вы имеете? Мы имеем, мы заключили с ним контракт. Ну, так расторгайте Контракт контракт. заключили. Расторгайте Контракт. контракт. Зачем сейчас сторону, которая игнорирует, плюет в ваш адрес, да? Зачем вы с ними сейчас и хотите общаться? А Минпром никакие отношения к этому с ПТП не имеет полностью никакого. Но просто И к все, муниципальному если контракту. мы расторжим контракт Так. с Пашинским ТП, тогда частники все город не закроют, понимаете? Почему? Весь город. Подождите, заключите мы прямые договора, как и Да. планировали. Вопрос я понимаю вас, да. Но вопрос я говорю еще раз. Если пойдет СТП-1 по расторжению договора, тогда кто закрывать будет город? Частники город не закроют. Также на прямые Так они и договора будут выйдет на прямые СТП-1. договора, это отдельно. Конечно, до Да. проведения Как СТП-1, так и Все, с вопрос. частниками можно Также выйти на вопрос был прямые решен. договора. Пока Так. не включились определенные структуры, которые вам надавили на вас, и что вы сейчас просто лукавите. Ситуация, потому что мы же с ними Вы непосредственно. пытаетесь сейчас опять сдвинуть ситуацию, давайте там на вечер, там, потом, давайте на завтра, давайте через неделю. Хорошо, я сейчас переговорю с Минпромом. Если они готовы раньше ко мне. Ну вот вы сейчас хотите сказать, что АТП вот без частников закроет город. Он не закроет никогда его. А пусть, что Я знаю, я просто сам работал в АТП, я знаю всю эту систему, скажем так, снутри. Сегодняшний день не И закроют. ведь, да не то, что на сегодняшний день, этот разговор идет уже в течение 5 лет, 5-7 лет. Я сам в АТП работал еще с тех времен, когда были забастовки и все остальное. Я эту тему там всю прекрасно знаю. Знаю, что творит Рукавишников сейчас. Давайте мы назначим совещание пораньше, до обеда. Выберем время и соберемся с активной группой, человек 5-7 будет. Рукавишникова я пригласил. Юра, они частники, знаешь какие? Они на водителей все свалили, и все, водители все вот так. И самое интересное, что на сегодня АТП не закроет город. Планируете, что завтра АТП закроет этот город? Закрывать-то нечего. Представляете, сколько сегодня... Во сколько вы можете, скажем, организоваться и встретиться, скажем, я вот сейчас тоже договорюсь сразу с ними. Можно у меня на территории, в моем кабинете. Возможно, в скором времени они купят машины. Только понять не могу. Там тоже частники. Почему? 10 сможете, да? Они покупают автобусы, закрывают город. А мы те же частники, допустим, нас как-то подавляют. Но они на автобусы беспилотники посадят. У них нет водителей. У нас же на нет 8 Давайте, человек. да, Герасимов, общайтесь, давайте, да, на 10 буду говорить. На 10 нормально будет? На 10 успеваю. В любом случае, стоим до принятия решения. Все, давайте тогда эту административную группу настраиваем на 10 часов у меня в кабинете, чтобы было понятно, неясно где. Договоритесь, да? Значит, давайте тогда на 10. Минпром 10 успевает, настроим. Администрацию В города надо администрацию приглашать. города ко мне в кабинет 401 кабинет. Я предупрежу, на проходной инициативная группа придет в 10 часов. Встречу спущусь, чтобы понятно было.
Мы сразу говорим, что с нами ведут журналисты, просто без этого невозможно будет сейчас дальше общаться. Должны будут как бы... Дело в том, что мы там ведь не шоу устраиваем. Нет. В противном случае нас не услышат. Нас не услышат о том, что как вы пытаетесь нас обмануть в очередной раз. Журналисты ваши здесь уже были, все это было, как бы показали, но если при журналистах, пиарistах, я не знаю, в принципе, мы собираемся в этих вопросах. Нормально. Поверьте мне, когда нормальная люди реакция. останутся без Решение должны зарплаты, услышать, семьи СМИ останутся должны без услышать кормильцев, потому нас. что работы нет, не будет работы. Тогда будет не до пиара, это Я однозначно. понимаю, что не до пиара. Это не пиар, это Значит, давайте именно консультация. 10 часов тогда инициативную группу собирайте. Я жду вас в администрации, встречаем. Договоримся.